Добрый день. Проект на тему влияния погодных условий на самочувствие человека. Выполнила ученица 6 А класса МОБУ СОЖ 25 Краснодарян Алина. Погода имеет большое значение в жизни человека. Атмосферные условия могут отрицательно влиять на развитие некоторых болезней. Оказывать влияние на психологию людей могут возникать эмоциональные травмы. Люди не владеют объективной информацией о состоянии климата и подвергаются опасности. Необходимо расширять знания о роли погодных условий в нашей жизни, чтобы в трудных ситуациях уметь соотнести метеопрогноз и физическое состояние и не подвергать свой организм новым болезням. Поэтому я считаю выбранную тему актуальной. Объект исследования — погодные условия и их возможное влияние на здоровье человека. Предмет исследования — самочувствие людей разной возрастной группы. Гипотеза — изменение погодных условий оказывает влияние на здоровье и самочувствие отдельных людей. Особенно негативно влияет перепад атмосферного давления и магнитные бури. Цель — выявление влияния погодных условий на самочувствие людей. А для того, чтобы выяснить, существует ли зависимость самочувствия людей от изменения погодных условий, нами было проведено анкетирование. Данная анкета состояла из 8 вопросов. В вопросе приняли участие 121 человек разных возрастных групп. Большинство опрошенных — это лица от 10 до 30 лет, что составляло 42%. Мы задали вопрос: влияет ли погода на ваше самочувствие? Ответили, что дети и молодежь до 30 лет менее чувствительны к изменениям погоды. Люди в возрасте от 31 до 40 лет чувствительны к погодным изменениям. И самые метеочувствительные — это категория людей от 41 до 70 лет. На первой табличке показано, что из диаграммы видно, что на большинство опрошенных отсутствует длинного светового дня, оказывает отрицательное влияние. Проживая в районе Крайнего Севера, население наиболее чувствительно к продолжительности дня. На второй диаграмме видно, что большинство опрошенных чувствует себя хорошо в ясную безоблачную погоду, что составило 78,2%. В пасмурную погоду чувствует себя хорошо 9,1%. И всего лишь 1,7 опрошенных ответили, что чувствуют себя хорошо в любую погоду. На третьей диаграмме видно, что 34,7 опрошенных испытывают болезненные ощущения в пасмурную погоду, 22,3 в облачную, 6% в ясную, что может говорить о метеозависимости среди респондентов. 27,33 просто не наблюдали, в какую именно погоду им становится плохо. Такой ответ дали лица в возрасте от 10 до 20 лет. Рекомендации. В обычные дни соблюдать сбалансированное питание, достаточный сон в прохладной комнате, кратковременный отдых, физическая активность, плавание, ходьба, закаливание, душ, лечебные ванны, прогулки на воздухе. При резкой смене погоды необходимо избегать переутомления, по возможности отказаться от тяжелого физического труда. Умеренно питаться, избегать конфликтных ситуаций, принимать успокаивающие травяные чаи, строго соблюдать режим приема лекарств, назначенных врачом. В заключение можно сказать, что состояние атмосферы, погода и климат оказывают значительное влияние на здоровье человека, на его работоспособность и психоэмоциональное состояние. Человеческий организм подстраивается под изменяющиеся условия. Если человек здоров, он может это сделать своевременно и неощутимо для организма. Защитная реакция у больных и людей в более зрелом возрасте значительно слабее. Их организмы не способны быстро приспосабливаться к резким погодным изменениям. Поэтому погодные условия и особенно их резкие перепады негативно влияют на них. Тема, которую я выбрала, была очень для меня интересной, поскольку я сама являюсь подростком, и мне было важно узнать, как я, мои сверстники, родственники реагируют на изменения погоды. Разработанные рекомендации помогут метеозависимым людям более спокойно справиться с изменением происходящим в атмосфере. Гипотеза доказана: погодные условия оказывают влияние на здоровье и самочувствие отдельных людей. Особенно негативно влияет перепад атмосферного давления и магнитные бури. Данный материал может быть использован на уроках географии, классных часах и родительских собраниях. Берегите себя, свое здоровье и всегда следите за состоянием погоды.